Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Приветствую всех телезрителей. Ваш вечерний эфир на телеканале Якутия-24 продолжается второй сезон танцевального проекта «Танцуй». Всех любителей танцевального искусства мы приглашаем к экрану наших телевизоров. Ведь сегодня наши участники подготовили для вас бальную программу. И я сообщаю о том, что у нас ведется СМС-голосование во время прямого эфира. СМС-голосы можете отправить по номеру 5533 со словом «Танцуй» и с номером вашего участника. Ну а сегодня помогут оценивать наших участников, конечно же, наша делегация судей. Это Нелли Борисовна Лилло, руководитель танцевально-спортивного клуба «Реверанс», судья первой категории, ну и, конечно же, председатель нашего жюри. Аина Александровна Герасимова, член жюри, отличник культуры, руководитель хореографической студии «Пируэт», хореограф-постановщик «Мисс Виртуальная Якутия», «Мисс Республики Саха-Якутия», «Мистер Якутск», «Мисс Новая Якутия». Лейла Юнисовна Алексеева, член жюри и руководитель школы танцев «Санрайз». А я хочу сразу передать несколько слов напутствия нашим участникам. Член жюри, пожалуйста, вам слово. Я хочу сказать, всех вас поздравить с третьим этапом конкурса именно бальной программы. И хочу кое-что рассказать. Когда меня пригласили на этот телепроект, я сначала подумала, какая классная возможность. Потом я начала волноваться, что это выйдет на всю республику. Затем я подумала, это будет праздник танца почти месяц. И все, кто занимается хореографией, знают, что танцы это вот такая вот становится атмосфера, такая вот как семейная становится атмосфера. И если вы хотите ребенка отдать на танцы, на хореографию, на спорт или гимнастику, родители, пожалуйста, понимайте, что вы будете причастны очень сильно в жизни своего чада, своего родного. Потому что это миллион репетиций, миллион соревнований, миллион тренировок, миллион выступлений, поездок. Вот. И хочу сказать, что мы также, весь этот телепроект, стали огромной семьей. Для меня, например, очень волнительно вдвойне, потому что я болею за каждого участника, знаю лично каждую пару, поддерживаю, переживаю за их выступление, как будто как за свое. Поэтому, уважаемые участники, уважаемые зрители, телезрители, родные наших участников и близкие друзья, пожалуйста, на нас не обижайтесь на оценки жюри, потому что это телеконкурс, все равно будут проигравшие и победители. Поэтому желаю вам наслаждаться каждым моментом. Наслаждайтесь, ловите классный позитивный вайб. И, уважаемые телезрители, конечно же, не забывайте голосовать за полюбившуюся вам пару. Спасибо большое. Дорогие телезрители, все наши участники застрахованы в Capital медицинское страхование. Это ведущая федерация компаний в системе обязательного медицинского страхования. Оформить полис ОМС можно бесплатно по адресу город Якутск, улица Карашова, 22. Ну что ж, дорогие друзья, представим вам еще раз наших участников. Александр Трофимов и Олеся Маливаник. Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. Волан Цупандин и Матрена Иванова. Валентина Татаринова и Авакум Алексеев. Евгений Атласов и Ольга Гаврилова. Алексей Семенов и Туяра Федорова. Михаил Сафонов и Анна Пальто. Катерина Платонова и Альберт Никитин.
Ну что ж, дорогие друзья, только 2 пары станут победителями нашего проекта. Первая пара – это та, кто определит их по мнению членов наших жюри. И вторая пара выиграет по мнению ваших голосов, дорогие телезрители. На приз зрительских симпатий можно голосовать только во время прямого эфира. Итоги голосования с прибыванием данных за прошлые эфиры мы огласим в конце этого эфира. 7 апреля состоялся первый конкурсный день нашего проекта. Участники состязались на лучшее исполнение народного танца. У нас определились 2 пары, набравшие, к сожалению, наименьшее количество голосов от членов жюри. Итак, это пара Александр Трофимов и Олеся Маливанник. Они набрали за народный танец 17 баллов от коллегии жюри. И, к сожалению, пара Михаил Сафонов и Анна Пальто. За народный танец они набрали 18 баллов. Кто же покинет проект сегодня, мы узнаем из итогов голосования наших телезрителей. Голосование за эти 2 пары длилось почти неделю. И сейчас, внимание, пожалуйста, на экран. Итак, ну что ж, Саша, Олеся, за вас проголосовали 152 голоса. За Анну и Михаила проголосовали 442. Ну что ж, к сожалению, нашу пару покидает Саша и Олеся. Мы очень рады были с вами познакомиться. Вы очень талантливые, красивые участники нашего проекта. Но мы с вами не прощаемся, а встретимся с вами в финале нашего конкурса. Друзья, Александр Трофимов и Олеся Маливанник подготовились к очередному этапу сегодняшнего конкурса и покажут свой номер, но уже все-таки вне конкурса. Процесс репетиции у нас происходит довольно-таки продуктивно. Вот. Первую неделю мы как бы уже отзанимались, сейчас идет 2-я неделя, бальная программа. На этот раз мы танцуем танец ча-ча-ча из латиноамериканской программы. На самом деле я очень сильно переживала по поводу своего партнера. Ну, первый раз видишь, не знаешь человека, вообще какая подготовка, то есть все равно от этого очень много будет зависеть. Мне кажется, повезло очень с партнером, потому что мы можем и посмеяться, да, то есть легко на самом деле проходят тренировки. Вот. И Саша молодец, он схватывает достаточно быстро. Вот. И что самое немаловажное, он достаточно трудоспособный человек, очень так трепетно относится к репетициям, потому что я вижу, что он дома очень хорошо занимается. Репетиции даются очень непросто, так как я человек, который не занимается этим постоянно. Это очень классно, прикольно, что-то новое такое узнать. Хореограф у меня отличный, очень интересно вот с таким человеком что-то для себя новое открывать, потому что только по телевизору видел это все. Первый танец свободной программы оказался не такой сложный, как оказывается танец под названием ча-ча-ча. Во много раз тяжелее. Но все равно прикольно, очень интересно.
Александр Трофимов и Олеся Маливаник. Давайте подарим им еще раз огромные, громкие аплодисменты. Потрясающая пара, ну и мы провожаем их на беседу к нашему Александру. Бурными аплодисментами я встречаю нашу пару и Олеся. Это вам. Ага. Так, Александр, это вам. Ну, во-первых, Саша и Олеся – это одна из самых ярких пар, которые у нас в проекте. И мне лично, нам всем очень жаль с вами расставаться. И, Саша, вы сильно расстроились? Как бы ни печально это ни казалось, ничего страшного, все отлично. Все отлично, Да. супер. Не жалеете, что стали частью нашего проекта? Жалеть нет, конечно, не жалею, это очень прекрасный опыт. Все красиво, все пары готовятся, красивые танцы. Супер. Вы дальше хотите заниматься танцами? Может, в какую-нибудь студию пойти, чтобы развиться? Вот Чисто как для раз самого сегодня я встречался со своим приятелем с утра, и ему рассказал, то есть, ну вот я ему рассказываю, что я там участвую, он меня смотрит, поддерживает, как бы, да. Я ему сказал, что мне кажется, вот надо приобрести вот такое хобби, может самому уже дома начать, вот потихоньку, по чуть-чуть. Да. На всяких дискотеках это будет плюс. Да, супер. Поделитесь, пожалуйста, лайфхаком всем, как выкроить время в обычной жизни, работа-дом, и вот как хобби, ведь в неделю вы несколько раз встречаетесь, несколько тренируетесь, и это же, конечно, личное время. Как вот этот вот уклад вашей жизни, насколько поменялся вот с нашим проектом «Танцуй»? Честно, он значительно меняется, уклад жизни, потому что надо подбирать время, то есть отлаживать свои дела какие-то, Да. передвигать их, либо вообще избавляться от них. Очень тяжело это делать, по идее. С хобби было бы проще, потому что это в любое время, в любом месте, в любой час. Мгм. Олеся, как восприняли итоги голосования? Ну, на самом деле, проигрывать тоже нужно уметь. Вот. Ну, это было ожидаемо на самом деле. Вот. Расстроилась? Нет, я на самом деле совсем не расстроилась. Мне кажется, то, что хотела получить от этого проекта, я получила. Вот. В какой-то мере кайфанула. О, это супер. Вот, поэтому спасибо этому проекту за эмоции, за еще какой-то колоссальный опыт в моей жизни, за Сашку в виде своего партнера. Вот, поэтому все хорошо. Отлично, вот аплодисменты, потому что это оптимистичный взгляд на жизнь. Как вы думаете, чего вам не хватило, на ваш взгляд? Чего вам не хватило? Ну, знаете, я об этом не задумывалась, чего не хватило, да. Если бы, да, понятно, почему мы стали номинантами на вылет из-за нашего народного танца. Вот. Но если бы мне, серьезно, предложили переделать его и еще раз танцевать, я бы ничего не переделала. Меня устроил мой танец, сразу так скажу. Браво, это лучшая новость. Хочу спросить вот последний вопрос. В каком образе вам понравился Саша больше? В каком образе? Потому что тогда, в той неделе, у него тоже пуговка была. И сейчас тоже. Образ у него одинаковый, но в каком образе Саша понравился вам больше всего? Саша очень хорошо справился, я считаю, с первым танцем. С первым танцем? Да. Как бы странно бы это ни звучало, вроде всего лишь первый танец, да, но он прям вжился в роль. Вот. Сейчас у нас на самом деле было на подготовку не так много времени, вот, и встречались мы всего три раза. Да, Три раза. 3 раза, да. Вот, и танец по темпу он все-таки, да, побыстрее, чем все остальное. И, чувствовалось все равно. Вроде все знает, все делает, да, но из-за того, что как музыка только начинает играть, он начинает суетиться. То есть суетиться совсем нельзя. Вот, и у нас... Ну, это от сильного старания, я думаю. Скорее всего, да, конечно. И Но он молодец. вот я Большой заметил то, что он молодец. больше улыбается, больше у него актерская игра на площадке становится все больше и больше и больше. И какие слова поддержки вы скажете Саше, своему партнеру? Танцуй. Продолжай. Танцуй. Продолжай, танцуй. И
вы тоже, дорогие телезрители, продолжайте танцевать с нами на телеканале Якутия-24. И мы бурными аплодисментами провожаем нашу пару Саша, Олеся. Спасибо, что вы были вместе с нами. Пока. Дорогие друзья, встречаем пару под номером 1. Это Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. У нас сегодня уже 5-й день репетиции. Мы изучаем бальные танцы. Бальные танцы – самый красивый вид танца, можно сказать. Мне достался партнер Дмитрий. Он такой легкий на подъем. Мы хорошо репетируем с ним, ладим уже нормально. Ну и гибкий, пластичный. Мне с ним очень повезло на самом деле. У нас была свободная программа. Мы там показали contemporary, modern. Танец очень пластичный, но мы с этим справились. Я думаю, с бальной программой мы тоже справимся. Конечно, каждый день не получается репетировать, ввиду того, что на работе тоже плотный график. И не всегда удобно совмещать. Но вот дефицит времени восполняет вот способность Оли Павловой. Она молодец, хороший хореограф, сразу по ней видно, это было понятно с первого дня, сразу четко ставить движение. Конечно, запоминать движение, улавливать уже не так просто. Допустим, в детстве, когда я занимался этими танцами, да, короткое время, там было гораздо проще. Я сразу на ленту улавливал и думал, что здесь будет то же самое, но нет, здесь танцы немного сложнее, современнее. Но Оля мне в этом помогает. Она хороший хореограф, и я думаю, что у нее большое будущее в этом плане. Оказывается, танцы – это вообще отдельный культурный мир. Там своя история, да? У каждого танца свой стиль, свой язык. Потому что это очень интересное направление культуры и искусства. И вот благодаря проекту «Танцы» на телеканале Якутия-24 это дается людям шанс, возможность ознакомиться с этим направлением культуры, как танцы. Fuerte bailando y se baila así. Конкурсный номер выступления одной из самых, заметим, сильных пар. Ведь в прошлый раз за свой индийский танец они получили 24 балла, и это была самая высокая оценка жюри. Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Пара под номером 1. Уже можно начинать за нее голосовать. Послушаем мнение наших судей. Пожалуйста, Лейла, ваше мнение. Здравствуйте еще раз. Я бы хотела поздравить Дмитрия и Ольгу. На самом деле, для меня всегда, когда приходят пары, и они, не танцуя раньше бальные танцы,
стараются и все-таки берут этот вызов и пробуют, для меня вы уже победители. Это очень круто, это молодцы. Поэтому, ребят, в целом экспрессия была, но в чем-то ее слишком много было, да? Все-таки каждый танец бальный, имея свой характер, хотелось бы, ну вот что в первую очередь бросается в глаза, да? Это то, соответствует ли тот танец характеру. Вот что вы выбрали, соответствует ли характеру. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Да? Хотелось бы больше самбо. Вот вы выбрали самбу, и хочется видеть самбу. Не только в партнерше, и в партнере тоже. Все-таки бальный танец хотела бы ну, немножко более эстетично в прямых линиях. А в целом, ребят, вы очень круто постарались. Это было очень замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Алина Александровна. Я вообще хочу всем участникам сказать, что вы уже большие победители, потому что решили выйти на всю нашу необъятную республику. Хочу сказать про пару Олю и Дмитрия. Стиль пары чувствуется. Самбо Латинской Америкой энергии мне запахло. Атмосфера была, но мне не хватило немножечко ведения партнера, партнерши. То есть, Дима, чуть-чуть тебя, твоего ведения мне не хватило. Спасибо. Спасибо. Нелли Борисовна. Так, ну, я буду немножечко строже, чем остальные судьи, потому что, ну, как бы являюсь профессионалом в танцах, поэтому попытаюсь сказать самые основные ошибки, да, какие. Значит, что нам не помогает создавать образ? Ну, во-первых, костюмы, да, у девушки красивый костюм, у мужчины не соответствует костюм, потому что когда вы танцуете, берете какие-то танцы создавать, нужно, наверное, немножечко еще и гуглить эти танцы и смотреть сейчас, что модно у мальчиков, у партнеров, да, или у девочек, что модно, что сейчас в костюме партнера модно. Высокая талия, то есть у нас брюки не могут быть на бедрах. Это одно. Второе, по исполнению. Ну, слишком загрузили вот уровнем сложности, и молодой человек напрягся, слишком напрягся. Он думал все время о значит, последовательности движений, и поэтому это отобразилось на его лице, да. А нужно было, может быть, взять более спокойные движения, то есть не спокойно, а менее сложные движения, но больше показать, так сказать, эмоций. Вот. И чисто технический элемент, который вообще не подходит, это наступание в самбе с каблука. Это вот вообще никак. Вот. Поэтому это на будущее. А в целом пара яркая и красивая. Мне понравилось. Спасибо. Ну, наверное, все плюсы и минусы будут вами учтены. А сейчас вас провожаем к Александру. Ольга и Дмитрий встречаем бурными аплодисментами! Да! Уф! Я вижу, как Дмитрий прямо вспотел, и прямо жар от него идет, пожалуйста. Оля, хрупкая, на вид хрупкая девушка, но она настолько сильная. И она еще учится на хореографа и уже показала свой многообещающий творческий потенциал. Аплодисменты! Да! Вы участвовали у нас в первом сезоне, но, к сожалению, вы покинули сезон одни из... в начале конкурса, можно так сказать, да? И какие ошибки вы учли с того сезона и какой вот, ну, опыт у вас сейчас на втором нашем сезоне? Какие лайфхаки, может? Лайфхаки, главное, это отношения с партнером. Так. Я вот этот осознала вот только что. А на первом этапе я не такая уж прям не с опытом была на первом этапе. А вот сейчас на втором этапе я уже вот все увидела на первом этапе сезоне, что там, какие ошибки допускает не только мы сами, а вот и остальные участники тоже. Да, Да, вот. умею учиться на других Да. ошибках. Да. Какой совет вы могли бы дать начинающим хореографам и всем тем, кто присоединится к нам уже в третьем сезоне «Танцуй»? Никогда не бойтесь, не стесняйтесь, идите, все, вперед. Отлично. Дальше вперед и с песней, и с танцами. Дмитрий с каждым разом нас просто
как будто уже как танцор делал. Мощный танцор. Дмитрию аплодисменты. С каждым разом все растет и растет. И вы много времени проводите за компьютером, на работе, да? Вот сидя за компьютером, и 3 недели, вот за 3 недели вы занимаетесь танцем. Как это отразилось на вашем здоровье физическом? Ну, конечно, такие интенсивные тренировки, репетиции, так сказать, они отражаются на организме. Вот у меня после репетиции, особенно после бальных танцев, мышечный корсет болит уже, потому что Ольга говорит, держи осанку, держи осанку. Да, стержень. Да, то на работе за компьютером сидишь, в суде сидишь, с прокурором споришь, и это... А здесь вот все на осанку держать, и, конечно же, это мышцы, не привыкшие мышцы, они еще важный момент, на весах у меня цифра изменилась в меньшую сторону. Я за месяц репетиции сбросил где-то 3 килограмма. Вот. Дорогие телезрители, если у вас есть вопрос, как похудеть, Дмитрий знает, просто танцуйте. И что было труднее к подготовке? Это у нас народные танцы или все-таки бальные? Да, смотрите, момент. Вот первый танец был ознакомительный, он мне тоже казался сложным. Сложный был. Потом индийский еще сложнее, он такой интенсивный, быстрый. Но это вообще ничто по сравнению с бальными. Бальные это очень тяжело, очень тяжело. Тут тоже интенсивность, осанка, тоже харизма нужна, отточенность движений. Вот. Ну, конечно, недели, тут же даже неделя, а по факту репетирует человек, пара, 3 дня. 3 дня. Этого явно недостаточно, чтобы все отточить, подготовиться, поэтому были некоторые у нас недочеты выступления. Вот. Но у вас, по идее, неделя дается, но из-за чего? Наверное, из-за работы, да, получается, только 3 дня? Ну, из-за работы, да. Ну, понедельник, как правило, у всех пар это неофициальный выходной, мы всегда отдыхаем, переключаемся на новый лад. И вторник это у нас выбор музыки, постановка основных элементов движений. Среда это уже более-менее мы лепим. И четверг это уже все готовый танец. Четверг, пятница, суббота. 3 дня получается уже. Оттачиваете готовый танец. Понял. Все, и мы хотим дать микрофон 2 очаровательным девушкам. Давайте с ними познакомимся. Привет. Мы подруги Оли. Мы вместе учимся в АГИКе. Я однокрупница, и мне очень понравилось выступление. И Оля Чукурушка такая крутая, вообще все, я тут стояла и пританцовывала. В общем, номер «Астык», как она часто употребляет это слово, «Астык» все. И, конечно, прошу проголосовать за Олю. Это наши однокурсницы, и микрофон дается вам. Здравствуйте, меня зовут Нарыя, я подруга Ольги. Смотреть на их танец было одним удовольствием, и вдвоем они отлично владеют своим телом, движением, и было очень красиво, все шикарно. Спасибо большое, спасибо большое. А сейчас мы переходим непосредственно вам, дорогие наши жюри. Ваши оценки за бальную программу Оли и Дмитрия. 7 баллов, 7 баллов и 6 баллов. 20 баллов. 20 баллов получает пара под номером 1. Это Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова, пара под номером 1. Ну а мы встречаем следующую пару, пара под номером 2. Это Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. Встречайте. Все, спасибо. Ну, бальная программа сама по себе, она очень сложная. И если тем более человек не танцующий, его сложно учить. Это то есть надо и научить вначале базу, каждое движение оттачивать, и плюс еще добавлять характер каждому направлению. Анастасия проделывает колоссальную работу. То есть, не знаю, я бы, наверное, так не смог. Да, я танцую лезгинку, но даже в лезгинке я не могу так поставить все. В этот раз мы надеемся, что удивим судей, так как в прошлый раз танцевал я лезгинку в своей стихии. Тут уже не я в своей стихии, не Настя вроде как, но справляемся. Надеюсь, этим удивим. В плане репетиции у нас мы договариваемся. Это у нас репетиции проходят в основном после окончания работы Руслана. Бывает, как-то у нее не получается, у меня не получается. Как-то пытаемся найти окошко, выбить все и порепетировать. Но мы справляемся.
era stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fino a vive. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fino a di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fino a di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fino a di me. Руслан Болгаров и Анастасия Никитина, пара под номером 2. А какая у вас музыкальная композиция? Это же прям тренд всех социальных сетей. Давайте послушаем мнение наших жюри. Аина Александровна, пожалуйста. Джайв очень энергичный, ритмичный, темповой танец. Мне очень понравилось то, что вы связали еще это с сюжетный, то есть не просто бальная программа, но и сюжетно сделали. Я снова вижу ваш лейтмотив, наш красный платок. Мне это очень нравится, то, что у вас в танце присутствует та нить, та история, которая шла из недели в неделю. И, надеюсь, будет дальше идти. Мне чуточку не хватило работы стоп именно в джайфе. Именно стопки чуть-чуть натянутые, вот это вот немножко птички, носочка немножко не хватило. А так в целом, вау, супер. Спасибо. Лейла? Ребят, ну это очень здорово. Джайв — это самый веселый, самый быстрый танец латиноамериканской программы, поэтому исполнять его в целом не очень просто, да, а исполнять его так, чтобы держать зрителя, и вот чтобы было интересно, а что вы дальше будете делать? Это очень здорово, мне очень понравилось. И вот как оказывается у вас на протяжении вашего проекта, да, красный цвет фигурирует, да, это тоже здорово. Я обожаю такие моменты. Как Евгения уже сказала, тренд. Вообще классно. Я обожаю, когда не боятся пользоваться чем-то современным, да, для использования новых каких-то моментов, новых танцев. Поэтому в целом я видела джайв, да, как бы технически там были недочеты. Я видела джайв, я видела игру со зрителями, с нами игру видела, да. И в целом это вот прям то, что я очень люблю в бальных танцах. И я видела игру между вами. Это очень здорово. Спасибо вам огромное. Спасибо. Председатель жюри, пожалуйста. Ну что здесь мы увидели? Мы увидели здесь создание образа на паркете, да, так сказать. Но это очень замечательно, потому что в этот момент, когда ты видишь эмоциональный и осознанный танец, отношения партнера и партнерши, то, в общем-то, даже и судьи не очень-то смотрят на исполнение движений на самом деле. Ну а так как это действительно танец не только быстрых движений, но еще и свинговых движений, то я даже увидела у ребят вот такую сложность, как свинговое движение. Это очень удивительно. Это идет от ощущения пары, то есть они друг друга очень хорошо сейчас чувствуют, да. Я желаю им удачи в дальнейших проектах, мне они очень понравились. Я считаю, что Анастасия ставила танец, да. Я считаю, что Анастасия талантливый постановщик. Всего удачи вам в будущем, мне понравилось. Это точно очень прекрасная пара. Пара номер 2. Провожаем вас на беседу. Анастасию Русланя здесь встречаем бурными аплодисментами. Итак, Анастасия научилась танцевать лезгинку прошлое воскресенье, и я увидел то, что вы стояли на пальцах ног. Трудно ли это было? Это действительно сложно. Ну,
Кажется, как будто сложно, но оказывается нормально. Оказывается, нормально. Сейчас я попробую. Нет, ладно, в следующий раз. Многие элементы народных танцев вам показал тогда Руслан. А бальные танцы, помогал ли Руслан с движениями, с постановками, с идеями, может быть? Ну, с движениями нет. Это для него впервые. Мгм. Он узнал джайв. Мгм. Ему даже понравилось. Да, Даже понравилось? Да. Мгм. Так, что хотел сказать? Вообще, вот насчет Руслана. Руслан, вы работаете прям без выходных. Как вам удается выкроить время для постановки вот танцев? Не лениться, труд. Труд? Да. Труд, все перетруд. Много ли сил вообще ушло на постановку этого танца джайв? Очень много сил. Очень много У сил. меня в лезгинке хоть и ноги быстрые, но тут совсем техника другая. Совсем И вообще по-другому. По-другому ощущается, да. Ага. Первые дни очень сильно мышцы болели все. Супер. Аплодисменты нашим парям. И, уважаемое жюри, оценки. Мы хотим узнать о вашей оценке. 8 баллов, 7 баллов и 8 баллов. 23 балла получает пара под номером 2. Это Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. Напоминаем вам об СМС-голосовании. Можно голосовать уже начиная прямо сейчас. Номер пары мы постоянно озвучиваем, поэтому поддерживайте свою любимую пару. И встречаем пару под номером 3. Это Дуалан Ципандин и Матриона Иванова. У нас репетиции проходят хорошо. Вечером встречаемся, репетируем. Все нормально. Про Дуалана, он очень ответственный, старается, все быстро схватывает. Очень хороший молодой человек. Я студентка 3-го курса АГИКИ. У меня опыт есть. Проходила практики, учила, преподавала. И РБ-1 тоже практику проходила, танцы для детей, для взрослых. Впервые одного человека учить. У меня всегда были ансамбли, и это коллектив. Вот когда один человек проще, чем коллектив. Учить танцы. И вот. Я танцевал в детстве в детском саду, потом в школе в ансамбле в Толукчан. Там танцевали, участвовали в конкурсах. Сейчас я участвую в конкурсе «Танцуй Якутия-24», и мне очень нравится. Первый танец у нас свободная программа, а второй уже бальный танец. Пока мы только начали изучать бальные танцы. Тренируемся почти каждый день после работы вечером. Но я работаю сутки, поэтому сложно. Когда узнали мои родные, меня поддержали. Новый опыт, новые впечатления. Мои коллеги очень ждут и всегда поддерживают. Wise men say only fools rush in, for I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be your sin? For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I
Пандин и Матриона Иванова. Это одна из самых юных пар нашего проекта. Хотим мы отметить пара под номером 3. Ну и давайте послушаем, какой комментарий хотят оставить нашей паре наши судьи. Нелли Борисовна. Так, ну я хочу сказать, что здесь видно, ребята поработали, получили элементы. Даже очень неплохо станцован такой элемент сложный, как стационар. Вот, и удивительно, что Дуалан, да, правильно я говорю? Дуалан его исполняет с таким, даже я бы сказала, с такой уверенностью. Это замечательно. В целом мне пара очень понравилась. Они гармонично смотрелись и в вальсе, и в латиноамериканском танце в самбе. Ну, в общем-то, хочу пожелать ребятам, чтобы у них в будущем, может быть, не распыляться на 2 танца, да, а все-таки лучше обращаться к одному танцу, вот, и больше ему уделить времени. Вот, мне казалось бы, что вот в вальсе надо было сделать лучшее завершение, вот, и не переходить на латиноамериканский танец, вот, либо взять латиноамериканский танец, потому что это все-таки 2 разные программы. Спасибо. Аина Александровна. А мне, наоборот, нравится то, что эта пара, у них есть свой стиль. Они уже 2-й раз миксуют разные виды танцев. Мне это очень импонирует. Вот здесь я увидела амплитуду движения, увидела координацию очень хорошую, увидела линии корпуса, почувствовала дистанцию в вашей паре. Ну, то есть она правильная именно дистанция есть. Вот. И увидела мимику. Наконец-то Долан в этом танце. Я увидела ее, увидела улыбку, увидела линию корпуса. Ну, хорошо, я очень рада. Долан, молодец. Спасибо. Лейла. Да, в целом, ну, вообще, когда какие-то постановки делаются миксованные, это всегда, ну, с эффектом неожиданности, эффектом вау, да, это очень здорово. И в исполнении, на самом деле, было очень приятно смотреть, что европейскую программу, да, что латиноамериканскую программу. То есть чувствовался характер и там, европейский стандарт, да, вот стандартная программа, и в латине вы как бы и переключились, да, и на латину. И такие даже зрители, вау! То есть этот эффект очень классный, и вы с этим справились. Вообще, так как я топлю за эстетику, конечно, вот как Нелли Борисовна до этого уже сказала, хотелось бы, если выбираете, то какие-то, может быть, более сродни танцы между собой миксовать. Потому что вот в европейской программе вот прям не хватило эстетики костюма. Потому что как бы не хотелось смотреть на схему, вот то, что было видно, да, оно как бы и прям вот какое-то оно инородное, да, немножко, то есть отвлекает, потому что, ну, эстетика совсем другая. Вот хотелось бы либо закрытая полностью, да, чтобы это действительно было вау-эффект, даже не подозреваемый, да. Вот только этого чуть-чуть не хватило. А вот то, что вы в паре были, это изумительно, очень классно. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, пара номер 3. Отправляем вас ожидать свои оценки к Александру. Долан и Матриона! Бурные аплодисменты! Цветы, и это, конечно же, вам аплодисменты! А это вам, Долан. Долан и Матриона станцевали перед вами микс, это вальс и самбу. И заметили, когда перешли в другую вот эту самбу, прям взорвало всех, да? Вот это супер было. Я тоже здесь стоял и чуть ли там 3-м лишним не выбежал танцевать. Матриона учится только в 3-м курсе агейки, и ей вот как хореографу наверняка было сложно, да, поставить такой вот танец. И вы справились с этим, судя по танцу? А так, Поближе микрофон, именно для самбо было трудно. Было трудно. Правильно я делаю, правильные движения ли, но справилась. Судьям Все хорошо. И зрителям, и мне. Всем понравилось. Аплодисменты. Это было супер. Круто. Долан, я знаю, что вы работаете прям с утра до вечера, да, спасаете людей. Вот прям где черпаете силы вот в процессе подготовки к танцу? Вообще, как это у вас происходит? Как это вы? Мотя очень хороший хореограф. Прошли огонь и воду. И
заряжает, мотивирует, и хочу дальше танцевать. Да, звучит как гипноз. Вы как медик, прокомментируете ли вы вот всем пациентам, которые через вас вышли, танцевать, заниматься вообще бальным танцем? И вообще, какими танцами, имеется в виду на медицинский взгляд, полезнее заниматься? Сперва нужно заниматься ЛФК, конечно же, лечебная физкультура, лечебно-физическая культура. Ну, потом уже можно танцевать медленные, безопасные танцы. Вот, медленные танцы. Так что, дорогие граждане, после операции, да, имейте в виду, не занимайтесь брейк-дансом. Спасибо. И мы, как видим, то, что у нас здесь очаровательные дамы, давайте с ними познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Валерия. Вы являетесь? Я одногруппница Дилана. Что скажете про танец-то? Да. Что? Про танец? Ага. Танец вообще отличный. Самой тоже захотелось танцевать. Да, да. Мы когда вот здесь стояли, я вот танцую, краем глаза смотрю, и девушка тоже начинает танцевать. Я говорю, так, стоим. Отлично. Передаем микрофон вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Маша, подруга Моти. Пару слов о танец и про Матрёну. Очень отличный танец. Мне очень понравилось. Моти активная, веселая, дружелюбная. Как вам партнер? Хороший. Хороший. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Иннокентий. Я друг Моти. Они все хорошо. Ну как? Все хорошо. Как вам танец в целом? Вот смогли бы вы повторить вместо нашего кавалера с Матрёной? Нет, наверное. Нет, потому что этому надо учиться, этому надо тренироваться и учиться. Ну что ж, спасибо вам огромное. Оценки жюри ждем. 8 баллов, 6 баллов, 5 баллов. 19 баллов получила наша пара. Да, 19 баллов получила пара под номером 3. Это Дуалан Цепандин и Матрёна Иванова. Встречаем следующую пару. Пара под номером 4. Это Валентина Татаринова и Авакум Алексеев. Так как Валя, у нее нету базовой базы, поэтому как бы сложновато, с одной стороны. Желание есть танцевать, поэтому как бы легко дается чуть. Конечно, трудно бальные танцы, потому что там очень много правил есть. И мы взяли румба, стиль румба. Сложно дается, конечно, как бы сам не бальник, поэтому как так, есть сложности. Бальные танцы, оказывается, это очень трудно. Я благодарна шоу, что я как-то базово научусь этому виду танца. И мой хореограф прям меня поддерживает, многому учит, и мне танцы всегда нравились. И вот прям благодарю за такую возможность. Вот мы уже вторую неделю занимаемся, отпрашиваюсь от работы, стараюсь почаще ходить на репетиции, чтобы на сцене показать самое такое достойное выступление и не подвести своего хореографа и как-то под его уровень стать. Вот так вот. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for a change, and in the bad times I feel myself. I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground.
конечно же, трудолюбивые участники нашего проекта «Пара под номером 4». Валентина Татаринова и Авакум Алексеев. Пожалуйста, наши судьи, поделитесь вашими комментариями. Лейла? Так, ребят, я вас поздравляю с таким сложным танцем. На самом деле, танец румба – это все, что про отношения, это все про двоих, это все в отношениях двух, там, мужчины и женщины. Поэтому в этом плане немного сложно сыграть ту роль, которая необходима в этом танце. С этим вы справились, то есть были моменты, на которые действительно обращали внимание, смотрели и видели, как партнер по отношению к партнерше проявляет свое внимание и заботу, да? В каких-то моментах даже было приятно, что партнер в чем-то перетягивает на себя внимание, да? При этом представляя свою партнершу. Ребят, но немного не хватило именно румбы в румбе, да? То есть хотелось бы чуть больше практического танца, чтобы по факту мы видели румбу. Поэтому спасибо большое за ваши старания, за ваши эмоции. Да, огромное спасибо. Спасибо. Аина Александровна? Румба вообще характеризуется самым эмоционально глубоким содержанием танец. Музыка очень красивая. Мне здесь понравилось, что Авакум показал шейп, именно свою партнершу, именно в латиноамериканской программе в румбе. Вот. Мне немножечко не понравился ваш костюм, в смысле сочетания друг с другом. А так в целом очень неплохо. Молодцы. Спасибо. Нелли Борисовна? Ну, в целом, конечно, то, что ребята взялись за румбу, это радует, потому что действительно достойный танец, очень красивый, вот, очень красивая музыка. Но, к сожалению, румбы я как таковой и не увидела, потому что там очень определенный ритм исполнения шагов. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы в следующий раз все-таки ребята, прежде чем браться за танец, самое основное движение, которое характеризует танец, все-таки его смотрели в интернете, наверное, так, знакомились с ним, а потом уже начинали изучать, потому что самой румбы-то и не было. Но что было? Было желание, стремление, старание, красота, отношения, все это было. Молодцы, это мне понравилось. Спасибо. Ну что ж, пара номер 4. Отправляем вас к Александру ожидать своих оценок. Валентина и Авакум встречаем бурными аплодисментами. Вот микрофончик вам. И за вас явно голосуют целые населенные пункты и Табага, и Вилюйская группа улусов вся. Потому что иначе откуда столько голосов? Аплодисменты! Потому что, напоминаем, эта пара пока лидирует по СМС-голосованию за приз зрительских симпатий. Но все это может быстро поменяться в другую. Поменяться может. Итак, Авакум, посоветуйте, как добиться такой популярности и как заработать столько голосов телезрителей. Надо сказать спасибо моим родителям сначала и родственникам, которые голосуют за меня из Верхневильского улуса, и также село Табага. Очень сильно идет с них стороны поддержка, да? Я бы хотела сказать спасибо Султанскому улусу, своей семье, своим родственникам, друзьям, коллегам, одноклассникам, однокурсникам. Всем спасибо, что голосуете. Супер, отлично. Каждый день вы ездите из Якутска в Табагу, и жители не говорят вам, что они тоже хотели бы начать танцевать? Может, там в автобусе репетиции какие-то, не знаю, нет? Да, такие были разговоры у нас, да. Спрашивают, когда у занятия будут, да, такое бывает, да. Есть такие, такое, вот, да. отлично, супер. Валя, это ваш третий танец, и с каждым разом я вижу то, что вы больше опыта набираетесь. Это прям супер-супер круто становится. Одно удовольствие за вами следить. И вот занятия танцами вас не отвлекает от работы? К счастью, у меня удаленная работа, из-за этого у меня трудности с репетициями, и совмещать с работой у меня таких особых проблем нет. Пока таких нету. Все, и отлично, пускай так и будет. И, пожалуйста, микрофон нашим девочкам. Познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Варвара. Это у нас Любовь. Вы у нас коллеги. Коллеги Авакума. Да.
коллеги по цеху. Как вам танец, девчонки, как вам танец? Танец вообще очень классный, очень супер. Прям я так волновалась, прям как будто я встречаю на сцене своего, поддерживаю своего ребенка. Вот. Ну, классно, это Вот. классно. Ну, из всей программы латиноамериканской они выбрали румбу, самую чувственную. Мне кажется, у вас получилось, ребята. И я желаю вам победы. Спасибо. А рядом стоят наши ученицы. Это наши ученицы. Аплодисменты. Познакомимся с вами. Здравствуйте. Виктория. Виктория. Мы очень рады, что Вакуум участвует на конкурсе. Мы рады, желаем победы. Голосуйте за 4-ю команду. Спасибо, спасибо. И мы переходим к вам, наши дорогие жюри. Итак, оценки нашей паре. 5 баллов, 5 баллов, 5 баллов. 15 баллов получает в общем команда и наша пара под номером 4 Валентина Татаринова и Авакум Алексеев. И встречаем следующую пару. Пара под номером 5. Это Евгений Атласов и Ольга Гаврилова. Встречайте. Бальные танцы, они, как и любые танцы, очень зрелищные, они яркие, они вот страстные, но на самом деле это очень сложно дается, особенно если мы ни разу как бы с этим не сталкивались, ни Евгений, допустим, я там только в школе, да, то, конечно, отличается от других стилей. Там все-таки более... Во-первых, самая первая сложность для девушек, например, исполнять бальные танцы, это то, что это танцуется на каблуках, то есть нагрузка, конечно, большая. Когда начал пробовать это было немножко трудно и даже немножко чуждо мне, но потом как-то потихоньку втягиваешься, что... Особенно, когда что-то начинает получаться, такой, оказывается, это не так уж и это самое, короче, не очень. Когда не получается, думаешь, что типа, ой, все плохо, это тоже плохо, это тоже. А когда получается, в принципе, не так уж и плохо. Народные танцы мне ближе, потому что как бы они на то и народные, то, что они как бы везде есть, я их чаще видел. Но и, честно говоря, тоже видел и бальные танцы, я видел и профессионалов. Ну, профессионалов, смотреть, как они танцуют бальные танцы, это просто вообще, это вы смотришь, блин, как они это делают. Недавно как-то я наткнулся на сборную России. Они по 10-15 лет бальные танцы, но это прям вообще, это вот как с фильмов, как с обложки, они прямо двигаются, ты смотришь, блин, прям вообще, ну это вообще браво, короче, да? В плане мотивации или вот как это выглядит все, это прям вообще супер. Ну, мне тоже нравится смотреть. Конечно, моменты бывают у нас сложные, в плане даже эмоций, что давай все бросим, но мы же не сдаемся. Нет, такого не было, вообще все легко идет. Все как по маслу, абсолютно. Не верьте ему. Стараемся зрелищно, насколько мы можем это сделать, и мы это все покажем. Так что зрителям обязательно включайте, смотрите, вам точно понравится. Особенно узнать, как люди за очень короткий промежуток, прямо очень короткий промежуток времени, как они это сделают.
Rumba в исполнении Евгения и Ольги. Пара под номером 5. Аплодисменты. Давайте послушаем, как оценили ваш номер наши судьи. Аина Александровна. Самбо очень зажигательный, эффектный танец латиноамериканской программы. Здесь сразу видно, ну извините, что я так скажу, Оль, видно, что ты народница. Прям очень сильно это бросается в глаза. Музыкально чуть-чуть не попадаем. По костюму тоже немножечко сочетания я не увидела. Вообще не должно быть ничего из костюма видно, я так понимаю, да? Чуть-чуть вот погрешности, что видно, это не очень красиво смотрится. И носочки, конечно же, носочки. Носочки надо тянуть. Надо тянуть. Спасибо. Лейла. Да, ребят, вас я тоже поздравляю. Это было очень классно. Зрителям очень понравилось. Я прям насладилась этим танцем. Да, вот есть моменты по эстетике костюма, что очень важно. В целом было очень классно визуально. Поэтому, ребят, на самом деле, чем больше классно и эстетически правильно визуально, тем больше начинаешь смотреть на недочеты, и они становятся более явными. Поэтому те вот недочеты по стопам, которые вам уже сказали, исправьте, будет очень здорово. Спасибо огромное. Нелли Борисовна. Ну, хочу сказать, что почему-то все участники проекта берут самбо. Я, наверное, понимаю, почему, видимо, это энергия, да, это характер, это все-таки зарядка такой энергии нас, зрителей и судей и так далее, да. Очень хорошо по энергетике. Ольга улыбчивая, Евгений тоже, то есть они соответствуют друг другу. Видно энергетику пары и так далее. Конечно, больше эстетики хотелось бы, потому что, ну, нет в бальных танцах сейчас ярких рубашек. Мальчики всегда отдают предпочтение девочке и предпочитают черные рубашки, ну, белые, может быть, да. Они обычно не делают ничего блестящего, то есть очень строгий имидж у партнеров в бальных спортивных танцах, вот. А у девочек, конечно, разнообразные платья красивые, вот. Но хочу сказать, что самбо, конечно, изучить вот так быстро трудно, сложно, да, и наступание, не просто натянуть носок, а наступать с носка, все движения, это очень сложно. Поэтому, ну что, это в будущем, может быть, мы увидим где-то, да, вот. Спасибо. Молодцы, всего вам, да, всего вам доброго в будущем, чтобы у вас все получилось. Спасибо. Это Евгений Атласов и Ольга Гаврилова. Провожаем вас. Оля, я тут. Встречаем вас бурными аплодисментами. Да. Женя, сразу такой вопрос. Помогает ли танец в романтических делах? Я считаю, определенно да. Оно помогает. Я даже слышал какое-то такое старое выражение. Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания. Не поймите это, я тут ничего не это самое. Просто... Да. Да, ладно. Как фитнес-инструктор я у вас сейчас спрошу, то что в плане нагрузки, как фитнес-инструктор, можете ли вы посоветовать одновременно заниматься танцами и фитнесом для простого, например, ненакачанного, ну просто не увлекающегося спортом человека? Однозначно помогает, потому что, конечно, нужно это делать с определенными корректировками, так сказать, программу, так сказать, докрутить, но в целом фитнес точно поможет танцам, какие танцы тоже помогут фитнесу, потому что там есть своя техника тоже, да, и это определенно они могут сочетаться, конечно, надо немножечко, конечно, подобрать как надо, и тогда будет вообще симбиоз такой идеальный. Вообще отлично. Оля у нас участвует в ансамбле «Ярилов день». Это народные танцы в основном. А здесь у нас в нашем проекте вы танцуете все жанры, да? Жанры танца. Это вас не вызывает такого, ну, сложности, такого? Ну, сложности, конечно, вызывает, но и это сразу мотивация вот это вот неизведанное покорить. Да. То есть все равно очень интересно изучить и другой стиль танца. Супер. И вам легко дается вот именно вот сегодняшний ваш танец? Хорошо? Во время тренировки все прошло идеально? Что было, как было? Как я говорил на визитке, прошло все идеально, абсолютно.
Шучу, конечно. Было все, были все эти качели, все такое. Единственное, что мне лично мешало, это вот я насмотрелся тоже, вот, как я говорил, из сборников и в Ютубе, как все танцуют, да, и такое, и начинается вот эта классическая история. Ты делаешь, а почему у меня не как у них получается? Блин, что так плохо, да, они так круто делают, а я нет. Но потом, все, хватит, давай займись делом, и все нормально. Спасибо большое за терпение. Оля, ты подарок. Спасибо тебе. Супер, супер. А это вот имеется в виду разные стилевые вот темпераменты. Вы заметили, да, то, что в русском танцах разный темперамент, а здесь это же латиноамериканское. В русских танцах мы танцуем с душой, а Так. в латиноамериканских мы танцуем и с душой, и И телом. телом. Отлично, да, супер. Итак, вопросы к нашим милым гостям. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Я сегодня пришла поддержать эту замечательную пару. Евгения, Ольга. Это мои коллеги по разным цехам. Фитнес-цех, цех танцевальный. О, супер. Да, Мгм. я, в общем, со всеми. А что именно понравилось именно вот в исполнении самбо? В исполнении самбы мне понравилось то, что ребята старались максимально показать именно особенности этого направления. Да? Ну, понятно, что как бы народник и бальник, да, это разные вещи, вот, разные исполнители. И мне понравилось, что они максимально старались передать по своей манере, да, настолько, насколько это возможно, но они старались передать. И я считаю, что как бы номер получился очень смотрибельный. Спасибо огромное. И нашей девушке. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Я пришла поддержать Ольгу и Евгения. Мы с Олей тоже с одного цеха, также танцы, хореография. А как вам номер? Номер мне очень понравился. Чувствовалась страсть Да. этого танца, чувствовался ритм. Я пока стояла, смотрела, тоже танцевала вместе с ними. Да. Просто Было. зажигательный танец. Очень понравилось выступление. Спасибо большое. Итак, мы с нетерпением ждем ваши оценки. Оценки жюри. 7 баллов, 5 баллов, 4 балла. 16 баллов получает пара под номером 5. Это Евгений Атласов и Ольга Павлова. Ну а сейчас уже стартует к нам следующая пара. Это пара под номером 6. Алексей Семенов и Туяра Федорова. Встречайте. С первого занятия мы нашли общий язык. Он, как ученик, очень старательный, прилежный, быстро схватывает, что очень хорошо, да. И мне приятно, как педагогу, учить такого заинтересованного ученика, уже осознанно, вот, который хочет заниматься, готов к конкурсу, готов к соревнованиям. И мы вдвоем тоже очень с радостью будем выступать на конкурсе и, думаю, найдем своих зрителей. Но первый танец у нас как знакомство, презентация нашей пары. Но мы там постарались показать себя более с такой стороны. Алексей занимается бачатой и себя показал. А я больше специализируюсь на северных танцах. И постарались объединить два танца. А вторая программа у нас бальные танцы. Я Алексею сразу дала европейскую программу, потому что он более близок к латиноамериканским танцам. А сейчас хотелось ему дать что-то интересное, новое, которое он не знает. И дается, конечно, не так легко, потому что бальные танцы – это техника, это правила, и надо всему следовать. С Туярой мы нашли сразу же общий язык. То, что есть опыт, и она как профессиональный педагог у нас как-то более легче получается. А так мне, в принципе, очень интересно. По работе стараюсь успевать, в семье тоже. Бывает там и на работе завал, как-то надо все-таки выкручиваться, успевать. Ежедневно так вот тренируемся. Все очень интересно, мне нравится. И мы как бы настроены, в принципе, на победу, на лучшие результаты мы настроены. Другим хотим пожелать удачи.
Kayengete utarı hilibin unamın Enarın sanlıgın taridak bına Kayengete umnubut akın atan Eyeğaş ciktik ye ınırdak bına Kayengete yetim yağı Kayengete Kayengete eyeğe min jugahan Karaktargın utarı gördük büne Kayengete enattigar oloron Kahanara ıllabıdır abın toydak bına Kayengete yetim yağı Kayengete Enattigar atın olur Enattigar atın taptal Enattigar atın jol kıtıla Irak'tan ketemin gördüm Ümü bolduk gündük ihibin Ümür akın tuttuğuna satibin Kayengete eğgin kallaran Kohunganın saban bardak bına Kayengete kennibin kayıhan Karaktargın bütehigin gördük büne Kayengete yetim yağı Kayengete 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 Прекрасная пара. Алексей Семенов и Туяра Федорова. Пара под номером 6. Прошу вас ко мне. Нет, они... Давайте послушаем наших судей, а потом мы перейдем к Александру на беседу. Я понимаю, что вы хотите поговорить, но сначала послушаем Нелли Борисовну. Ну, что я хочу сказать. Ребята, мне очень понравилось. Очень. Потому что, знаете, ну, во-первых, это, конечно, вы смогли показать взрослые очень чувства, очень взрослые переживания. Конечно, молодежь пока еще такой опыт, может быть, не получила в жизни. А вы уже как люди, повидавшие, как, так сказать, разные отношения, может быть, потому что мы получаем их и через молодежь, да, которую воспитываем и так далее. Вот, хочу сказать, что мне очень понравилась музыка, которую вы выбрали, песня потрясающая. Вот. Мне понравилось, что вы соответствовали характеру музыки, характеру танца. И вот я же понимаю, что Алексей, наверное, первый раз танцует румбу, да? Совершенно первый раз танцует, но насколько он чувственный человек, да, насколько Туяра смогла ему, зарядить его смогла атмосферой, да, он проникся. И, в общем-то, показали они прекрасный танец, совместный, музыкальный, очень ритмически точный. Показали чувства, показали даже драматургию. То есть какое-то развитие произошло, да, немножко оно было нарочитое, да, но для, так сказать, театральной сцены это как бы этим не пренебрегается, да.
Мне очень понравились костюмы, которые помогли вам создать ваш образ. Мне понравилось, что сдержанно одет партнер. Мне понравился великолепный костюм партнерши, в то же время скромный, но в то же время очень такой яркий. И что нам говорят черный и красный цвет? Они говорят о любви, да? Вот что рядом с счастьем зачастую иногда стоят очень большие переживания. Все это в совокупности помогло им создать прекрасный образ, и я готова поставить хорошую оценку. Спасибо. Аина Александровна? Румба, танец любви. Мы действительно сейчас увидели танец любви. Очень точно, правильно подобранная музыкальный контент, очень идеально, мне прям понравилось. Движение, темп именно румбы, все очень технично подошло. Мне очень понравились позы, танец линии вашего тела очень понравились. Вообще мне нравится ваша пара, что вы всегда подходите к вашему номеру всегда с историей. С какой-то определенной историей любви в данном случае. Это очень интересно и очень классно. Поздравляю. Спасибо. Классно, что Лейла? вы всегда сегодня выдержали, именно были в образе до конца, от начала до конца. Молодцы. Спасибо. Лейла? Да. Это Яра Алексей. Я бы тоже хотела присоединиться вот к поздравлению именно вашего танца. Это было на одном дыхании. Это 100%. Это попадание 100%, плюс музыкальное сопровождение не совсем стандартное, да, и в некоторых моментах очень сложно вообще выслушать счет румбы. Но здесь вы прям 100% попали тем, что вы протанцевали своими ощущениями, вы попадали не в тот счет, который мы хотели бы в румбе услышать, да, а вы попадали именно в саму мелодию, пропустив ее через себя. Это блаженство. Это очень было здорово. Это вам огромное спасибо за свою постановку. То есть в целом, и вот то, что у Алексея, вот, занимаясь бачатой, парным танцем, это тоже, это вот прям сразу видно, то, что у вас есть ведение партнерши. Идеально. Вот на одном дыхании. Спасибо огромное. Спасибо. Ну а мы напоминаем, что во время эфира можно поддержать свою любимую пару, отправив СМС на номер 5533 с кодовым словом «Танцуй» и номером любимой пары. Например, сейчас у нас танцевала пара номер 6. Напоминаем, что в нашем проекте победят две пары. Первая пара – это та, которая выберет наше компетентное жюри по своим баллам. И вторая – это та, которую определите именно вы, учитывая ваши СМС-голосования во время эфира. Дорогие друзья, вы смотрите наш проект «Танцуй» каждое воскресенье с 7 часов до 9 вечера. Это наш второй сезон. Напомним, что у нас танцует любитель и хореограф. У наших участников еще все впереди. Туяра и Алексей, аплодисменты! Они всегда удивляют нас своими танцами. И у них постоянно удивительная история. На этот раз ребята использовали родную мелодию, а станцевали при этом румбу. Аплодисменты! Туяра, как пришла идея вот объединить мелодию и такой жаркий латиноамериканский танец? Ну, мы народ Саха, очень сдержанный народ, поэтому захотелось свои чувства передать через свою родную музыку. На данном случае это песня «Хаен Этей» моего земляка Василия Слепцова, стихи и музыка в исполнении Павла Семенова, нашего любимого исполнителя. Но эту песню я давно люблю, всегда хотелось что-то поставить, и вот выдалось. А вот уже мысли были, да, она воплотилась. Да. Супер, отлично. А какие сложности пришлось вот испытать во время подготовки этого номера? Потому что все-таки это большое направление, бальный танец, да? Вот. Какие сложности были? Ну, за короткий период времени бальные танцы, да, научиться, почувствовать, прочувствовать, это очень сложно. Но мы постарались за короткое время что-то сделать, ну, драму, да, показать, через драму танец, в танце все раскрыть.
Но я в течение недели очень много ругала Алексея. Не все гладко идет. Даже сегодня вот Аина подтвердит, да, я ругала. Но он очень исполнительный. Мне это очень нравится. Исполнительный. Это самое главное в танцах. Партнерская работа была. Мужское плечо. Да, я Всё чувствовала. есть. Чувствовал. Да, отлично. Алексей, вы являетесь главой семьи, 8 детей. А кто-то из детей танцует или выразил такое желание, то, что вот глядя на папу, я хочу танцевать? Один из сыновей интересуется, так другие вот потихонечку начинают интересоваться. На данный момент танцами в семье занимаюсь только я. Так у нас нашу семью музыка окружает каждый день. Допустим, конкретно вот младшая дочь, она занимается в 1 классе фортепиано в ДШИ номер 1. И музыка царит у вас дома? Да, музыка, песни обязательно. Ну и ваша семья является спортивной семьей? Да, спортивным. Сыновья занимаются спортом активно. Вот, а как коллеги, заразились они вот идеей записаться на танцы, смотря на вас? Ну, из коллег кое-кто уже заинтересовался, не буду, имя останется анонимным. Вот, из друзей тоже интересуются, многие спрашивают, как записаться на бачату и так далее. Ну, всем советую. Вот, да, танцы. Ну, также танцы, я, это заразительно. Да, бывает, вот приглашаю на бачату вечеринки вот, своих друзей, коллег и так далее. Вот. И теперь и зовите нас с Евгенией, мы обязательно посетим и станцуем с вами. А к нам пришли наши дорогие гости. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Всем привет! Пламенный привет от коллектива Якутского педагогического колледжа имени Степана Филипповича Гоголева. Мы пришли, коллеги, поддержать нашу замечательную коллегу Туяру Егоровну. И сегодняшний танец, вы, как вы сами заметили, да, увидели все зрители, и жюри очень высоко оценили. Мы, конечно, тоже поддерживаем, потому что наша Туяра Егоровна, она профессионал своего дела. Так что мы каждое воскресенье всем коллективом, колледжем, студентами, да, ждем 7 часов вечера, чтобы подключиться и поболеть за нашу Туяру Егоровну. Очень красивый танец, прям так стилизовать было просто... Я вот тут стояла и очень сильно волновалась. И ведь по итогу вышло очень красиво. Да, спасибо. И да, вот на микс-зоне, когда наши участники танцуют, мы здесь очень все вместе волнуемся, тут бьется наши сердца, и мы держим друг друга, чтобы не выйти с ними вместе танцевать. Здравствуйте, давайте с вами познакомимся. У вас цветы, подборные аплодисменты. Это подруга Туяры, коллега по работе. Всем привет, меня зовут Татьяна, я тоже коллега Туяры Анатольевны. Вместе, и Туяры Егоровны, извиняюсь. Вместе работаем в Якутском педагогическом колледже. И она также мой хореограф, учитель. Я у нее тоже хожу на танцы. Очень люблю танцевать. И со студенческого года, даже когда была сама студенткой, тоже танцевала у Туяры Егоровны. И сейчас тоже танцуем. Спасибо. Спасибо. Познакомимся с вами. Здравствуйте. Добрый вечер, меня зовут Мира. Я родная старшая сестра Алексея. Танец мне очень понравился, прямо мурашки по коже от начала до конца. Они очень тщательно подошли к танцу. Ну вот преподаватель у Алексея очень вообще супер профессионал. И Алексей тоже вот танцами занимается уже 4 года. У него семья очень творческая, все дети музыкальные. Вот берут пример с отца. И несмотря на количество детей, Алексей все успевает. И делает все очень хорошо. Универсальный человек. Да. Здравствуйте, познакомимся с вами. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я одноклассница Алексея. И сейчас тоже все наши одноклассники смотрят, переживают, голосуют, эфир смотрят. Вот, и что скажу я вот по поводу танца, да, танец очень красивый, очень волнительный, и музыка такая, мне очень понравилась. Да, музыка, она прям берет за душу. И поддержите, пожалуйста, пару Алексея и Туяры. Спасибо огромное. И, дорогие высокоуважаемые жюри, вам слово оценки! 8.
24 балла получает пара номер 6. Это Алексей Семенов и Туяра Федорова, с чем мы их поздравляем. И на наш паркет рвется уже следующая пара. Пара под номером 7. Это Михаил Сафонов и Анна Пальто. Тренируемся вторую неделю. Анна меня выматывает танцами. Танцы, элементы танцев, которые подаются очень сложно, не всегда легко. Так как я не профессиональный танцор, пришел сюда, не зная, что буду столкнуться с такими элементами. Надеюсь, с этим справлюсь. Благодаря Ане. Боже, конечно, это очень сложно. Не все так легко и просто, как казалось. Будем стараться, будем делать результаты, будем стремиться к результатам. Уже не молодой мальчик, чтобы танцевать и прыгать. Ну, по крайней мере, запал есть, чтобы потанцевать. Мы готовим бальную программу. Значит, мы выбрали латиноамериканское направление танец джайв. Сложный, такой довольно-таки ритмичный. Но Миша справляется с поставленными задачами. Я думаю, основные движения мы отработаем, все у нас будет хорошо. Самое главное – музыкальность. А это есть у него. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь, но все равно будет ночь, и ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я никто, и пусть твердят тебе, что я не то, но дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Аплодисменты. Михаил Сафонов и Анна Пальто. Пара под номером 7. Аина Александровна, пожалуйста, вам слово. Медленный фокстрот, по моему мнению, наверное, один из самых сложных танцев в европейской программе. Здесь мы увидели скользящие шаги, легкость, невесомость, создание такой атмосферы, именно такой вот интересной. Энергетику я поймала, мне очень понравилось. Михаил, вы молодец. Анна, умница, что решили усложнить Михаилу задачу. Идете в очень правильном направлении. Молодцы. Спасибо. Лейла? Поздравляю вас с прекрасным танцем. Вначале, просмотрев видео, мы, конечно, ждали джайв. Но спасибо, что удивили нас другим, не менее эмоциональным, очень красивым танцем. На самом деле, я хотела бы пожелать, наверное, предыдущим и последующим парам, что ребята, особенно молодые хореографы, они недооценивают силу взаимосвязи в паре. Здесь это было прям слежение за вами, и ни разу не был потерян контакт. Это было так красиво. Не обязательно делать какие-то поддержки феноменальные, быстрые ритмы. Но вот эта вот связь в этой сфере, да, вот где вы одни были, то есть нас здесь так много, но вы были одни в своем танце, и вас прям поглотил этот танец. Это было прекрасно. Это было очень приятно смотреть и видеть. Спасибо огромное вам. Нелли Борисовна. Ну, что я хочу сказать, что было единое целое с музыкой, прекрасная музыка.
Мне очень понравился танец. Удивительно, что вы действительно взяли замедленный фокстрот, потому что это действительно самый сложный танец в программе европейской бальных танцев. Сложен он по ритму. Вот. Но вы нас так окунули в атмосферу, наверное, времен Гэтсби, да? Вот. Очень красивый костюм у Анны. Вот. И сдержанный костюм у Михаила. Знаете, это очень здорово видеть нарядную, красивую, прекрасную женщину, танцующую с таким замечательным, мужественным партнером. Под такую прекрасную музыку, знаете, забываешь обо всем, о технике, еще о чем-то. Тем более, что на удивление, действительно, вы эту музыку прочувствовали, услышали и не просто ее прошагали, а вы станцевали. Вы станцевали очень красиво. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Спасибо. Ну что ж, пара номер 7. Александр, встречай наших участников. Михаил и Анна, бурные аплодисменты! Пара из городского округа Жатай. Судя по голосованиям, за вас очень много проголосовали, поддержали. И какой первый вопрос вам задают, как при встрече ваши коллеги по работе? Каким образом ты попал на танцы? Что? Удивление, да? Удивление абсолютное было, конечно. Никто не поверил даже. Но я как перед этим говорил, что все подумали, это первоапрельская шутка от меня. А так как я шутить люблю. И шутка затянулась, да? Ну да, эта шутка оказалась реальностью. Супер. Михаил, вы начальник отдела Жатайской нефтебазе. Что, может, изменилось в работе, в графике? Ну, наверное, скоро веду 5-минутку, как танцы. Да, и это поможет для здоровья. И в целом это круто. Анна, ваши ученицы приходили к нам на эфир, восхищались вашим трудолюбием. А как вы во время репетиции с Михаилом, много ли было минусов, плюсов? Над чем вы работали? Ну, работы, как всегда, хватает. Но в этот раз у нас всегда была группа поддержки, как мы говорили, у нас был критик каждую нашу репетицию. И вот сегодня она у нас в студии, это Александра, вместе с Еленой они пришли. И все наши недочеты музыкальные, где-то она могла сказать: Миша, ты танцуешь быстро, не эмоционально. И, в общем, со стороны поддержка, работа, скажем, велась. Ну, понятно, что какие-то сложности возникали по шагам, потому что действительно это музыкально сложно. Да, согласен. Помощников у нас, скажем так, хватало. Супер. И я хочу отметить слова жюри у Анны. Просто великолепный наряд. Просто давайте аплодисменты, подарим аплодисменты. Просто смотрю и не могу налюбоваться. И давайте нашим, да, тогда помощникам в танцах. Вам слово. Я Александра, коллега Анны. Хочу сказать, я специально ходила на каждую репетицию и поддерживала. В какой-то мере я своим присутствием пугала их. В какой-то мере я была как критик. Иногда некоторые обижались на меня. Но я просила принять мою критику по-доброму, потому что я хотела, чтобы был результат, который мы сейчас увидели на сцене. Все ли вам понравилось? Мне все понравилось, да. Миша включил эмоции, да, включил мужественность. Да. Для меня именно вот этот танец – это олицетворение мужского и женского. Да. Эти эмоции были показаны, я их увидела. Мне очень понравилось. Спасибо. Я Елена. Я, так скажем, тоже коллега Михаила и Анны, но по избирательной деятельности, так как они оба являются председателями избирательных комиссий. Танец у них, может быть, зрителям покажется спокойным по сравнению с предыдущими, но было все чувственно и прекрасно. Спасибо, огромное спасибо. Оценки жюри давайте узнаем. 8 баллов, 8 баллов и 9 баллов. 25 баллов получает пара под номером 7. Это Михаил Сафонов и Анна Пальто. Ну а сейчас мы встречаем замыкающую пару нашего этапа. Это пара под номером 8. Катерина Платонова и Альберт Никитин.
Бальную программу мы готовим, музыку уже подбираем потихоньку, базу выучили, заряжены, будем зажигать. Позади у нас первая неделя, первый танец. Мы исполним успешно. Сейчас у нас в программе «Бальные танцы» мы готовим танец самбо. Я очень довольна своим партнером. Он у меня настоящий профессионал своего дела. В общем, ждите зажигательную программу от нас. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's a wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Катерина Платонова и Альберт Никитин. Пара под номером 8. Аина Александровна, вам слово. Мне очень понравился ваш микс, микс румбы и самбы. Чувствуется, что вы друг друга очень хорошо чувствуете, ваше партнерство, между вами есть энергия и самбы, и румбы я уловила. Катерина, молодец, прям подтянулись, улыбнулись. Альберт, молодец, что вы показали тоже шейп, то есть свою партнершу показали, продемонстрировали ее красоту, пластичность, легкость. Мне чуточку не хватило в 6-й позиции. Все правильно. Сегодня на репетиции я сказала, ножки сильнее, да, баланс придержала. Немножечко, совсем малюсенько не хватило, что в 6-й позиции нужно ножки вместе держать. А так супер. Катерина, вы большая молодец. Альберт, умница. Поздравляю. Спасибо, Лейла. Да, очень приятно было посмотреть на данный танец, на данный микс. И в целом это было все оправдано, да? То есть переход румбы, законченная точка где-то там, и выйти
вышли вновь с ярким, да, очень динамичным танцем. Очень классное взаимодействие. Это да, это я люблю, это очень ценю в парах, да, потому что у вас команда, это проект танцует, где вы в паре танцуете, и очень приятно смотреть, когда именно в паре танцуют. Не каждый по отдельности, а именно в паре. Катя очень хорошо на себя примерила вот два разных образа, да. При этом, конечно, хочется, наверное, в румбе чуть-чуть отпусти. Вот немножко отпусти, да, не думая о том, что какие движения будут и как будешь смотреться при этом, а именно насладись этим моментом, этим танцем. В целом очень понравилось, молодцы, ребят. Вот вы прямо из первой и со второй частью вот прям как надо справились, то есть не выдохлись, доделали до конца, были все элементы, все моменты двух танцев, и это было очень круто. Спасибо большое. Нелли Борисовна? Мне танец тоже очень понравился. Мне понравился Альберт. Он такой прям настоящий хореограф. Хорошо танцует самбу. Но, Катя, видно твое желание танцевать. Прям вот видно, оно бросается в глаза. Тебе, конечно же, надо продолжать эту деятельность обязательно. У тебя есть пластичность, есть внутренний вот этот огонечек латиноамериканский. Вот. Все это прекрасно, все замечательно. Единственное, хотелось бы, чтобы вы все-таки, как хореограф, больше уделили внимание румбе, потому что я не увидела там опять основных шагов. То есть самого элементарного, да, то есть с музыкой идет несовпадение. Просто идет настроение, но шагов нет. Так, и что мне хотелось задать такой нескромный вопрос. А что с носками у нас? Что у партнера с носками? Они должны быть черного, причерного цвета. Вот, значит, да. Современные видимые носки. Дело в том, что если, допустим, вы в румбе хотите создать некий такой образ, бывает, да, очень чувственный, когда партнерша там в длинном платье, в купальнике, мальчик в развивающейся рубашке, тогда он танцует чуть ли не босиком. Вот. Но если вы одеваете туфельки, да, то, значит, у вас должны быть черные носочки обязательно, даже не белые. Обязательно черные носки – это обязательное условие в бальных танцах. Партнер всегда одет. Вот мне очень нравится ваша рубашка, ваши брюки, ваши туфли, настоящие латиноамериканские туфли. Ну, где же носки? Это на будущее. Ни в коем случае нельзя выходить на паркет со своей партнершей без носков. У нас на соревнованиях это является основанием для дисквалификации пары с паркета. Но я надеюсь, что в будущем уже таких ошибок не случится. А в целом вы большие молодцы. Ну что ж, замыкающая пара нашей бальной программы – это пара номер 8 Катерина Платонова и Альберт Никитин. Александр, встречай наших участников. Катерина, Альберт, встречаем бурными аплодисментами! Да, серьезная заявка на попадание в финал нашего конкурса, потому что микс румба и самбо, да, это мощно. А почему вы решили их соединить? Почему не румба или самбо? Чего это было решение? Объединить? Всем добрый вечер. Так, решение выбрать этот танец, конечно же, Альберта. Он хореограф, поэтому ему виднее. Круто. А в прошлый раз вы показали нам прям испанскую, гордую, такую горячую, яркую. А латиноамериканские танцы, ну вот мне кажется, труднее, да? Вы со мной согласны? Да, Ага. согласна. Чем они труднее? Вот именно тебе, дорогая. Так, мне получается, у бальных танцев, у всех видов танца есть свои правильные позиции исполнения. Там должны быть руки, ноги, такт должен соблюдать. И поэтому для нас, простых смертных, это очень трудно. Да, и еще, Катерина, вы у нас преподаватель, работаете с будущими юристами. Там все должно быть, ну, все четко, да, и исполнение закона, правопорядок. А тут вы такая совсем другая, с эфира в эфир. Может, у вас что-то открылось в характере, да? Что? Ну, заметьте, что я сама такая строгая, да, и бывает, что со студентами могу быть чуточка построже, а сейчас они меня увидели в другом формате, да, и некоторые вообще удивляются. Вот наша преподавательница Катерина Михайловна, оказывается, женщина и умеет носить платье и еще танцевать. Ну, для них, конечно, это открытие. А для меня
Ну, в исполнении танца не то, что вот правильно передвигаться, да, показать ноги, руки. Здесь нужно быть еще эмоциональнее. Да? Вот мне члены жюри всегда об этом говорят, напоминают, что нужно улыбаться, посмотреть на партнера, да, взаимодействовать. Ну, для меня это, можно сказать, какое-то испытание, такое чувство, как будто сама сдаю экзамен перед уважаемыми судьями. Спасибо. А я хочу сказать членам жюри то, что с носками Альберта все хорошо, они у меня, все нормально. Все есть, все хорошо, все хорошо. И я хочу передать микрофон вам. Кто вы? Добрый вечер, меня зовут Делос. Я танцую вместе с Аликом. Вот Коллега по цеху. Коллега по цеху, да. Вот только что пришли из выступления. Как вам танец? Танец супер. Танец просто супер. Нет слов. Красивая. Спасибо за комментарий, спасибо огромное. И мы переходим к вам. Оценки жюри. Посмотрим, сколько же поставили. 7 баллов, 7 баллов и 8 баллов. Пара номер 8, Катерина Платонова и Альберт Никитин, зарабатывает 22 балла. Так, ну что ж, наш эфир продолжается, и мы встречаем артистов с клуба «Реверанс». Перед вами выступили Архан Данилов и Мирослава Мазанова. А мы приглашаем всех наших участников. Пара номер 1 Дмитрий Дмитриев и Ольга Павлова. Пара номер 2 Руслан Болгаров и Анастасия Никитина. Дуалан Ципандин и Матрена Иванова. Валентина Татаринова и Авакум Алексеев. Пара номер 5 Евгений Атласов и Ольга Гаврилова. Алексей Семенов и Туяра Федорова. Пара номер 6. Пара номер 7 Михаил Сафонов и Анна Пальто. Екатерина Платонова и Альберт Никитин. Катерина Платонова и Альберт Никитин вышли, да. И оставшиеся все пары, подборные аплодисменты, выходим. Да, все вот так. Ну что ж, итоги голосования в таблице на приз зрительских симпатий. Итак, как же проголосовали наши телезрители на приз зрительских симпатий? И кто же сегодня лидирует в голосовании? Смотрим на экран. А сейчас две пары с наименьшими баллами от членов жюри. Это пара номер 1. Валентина Татаринова и Авакум Алексей, 15 баллов. Пара номер 2. Это Евгений Атласов и Ольга Гаврилова, 16 баллов. Так, дорогие зрители, голосуем
с 21 часов сегодня и до пятницы 17 часов по номеру 55 с словом «Танцуй» и с номером пары мы. 1 Валя Татаринова и Авакум Алексеев, и номер 2 Евгений Атласов и Ольга Гавлирова. Ну что ж, дорогие друзья, настало время прощаться, но ненадолго, а всего лишь на 1 неделю до следующего воскресенья. И 21 апреля мы снова встретимся на телеканале Якутия-24. Всем участникам мы желаем удачи, а с вами отличной трудовой недели. С вами была очаровательная Евгения Тимкина. И не менее очарователен Александр Луценко. Всем пока!